Министерство финансов США во вторник опубликовало так называемый «Кремлевский доклад». Это список, в который вошли 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. Среди фигурантов – сотрудники администрации президента, члены правительства, парламентарии, полпреды, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, главы ведомств и госкомпаний, а также все россияне, состояние которых превышает $1 миллиард. В частности, в докладе упоминаются гендиректор Норильского никеля Владимир Потанин, глава Роснефти Игорь Сечин, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович, руководители банка ВТБ Андрей Костин и Сбербанка Герман Греф, глава «Газпрома» Алексей Миллер и многие другие. При этом в Вашингтоне решили пока отказаться от новых ограничений в отношении России, а попадание в кремлевский список, уверяют в США, не означает автоматического введения санкций против его фигурантов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, также упомянутый в докладе, назвал его публикацию беспрецедентной. По мнению Дмитрия Пескова, де-факто все фигуранты списка названы врагами США. Он добавил, что предметно обсуждать его можно будет только после тщательного анализа. Ранее Кремль называл публикацию попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами президента России в марте.